Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллах, по милости Всевышнего Аллаха, приближается месяц Рамазан. Месяц Рамазан – месяц обязательного поста уразы. Месяц милости Всевышнего Аллаха. Время, когда был ниспослан священный Коран. Об этом нам упоминает сам Всевышний Аллах. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Шахру Рамадан аллади унзиля фихил Кур'ан худан линнаси ва байинати миналь худа валь фуркан. Месяц Рамазан – это время, когда был ниспослан священный Коран. Коран, который указывает людям прямой путь, ведет их по прямому пути, ведет их к довольству Всевышнего Аллаха. Священный Коран начал ниспосылаться во время месяца Рамазан. И, конечно, это время обусловлено, это время выделено Всевышним Аллахом, выделено своей милостью, выделено тем, что именно в это время увеличивается награда за благие деяния. Всевышний Аллах сделал пост уразу в месяц Рамазан обязательным. Пост ураза в месяц Рамазан является также одним из столпов ислама. Но помимо этого, еще этот месяц обуславливается и другими благими деяниями. Всевышний Аллах обещает нам награду намного больше награды сауаба за благие деяния, которые мы исполняем в этот месяц. Будь то намаз, будь то ураза, будь то садака и другие благие деяния, они все увеличиваются в своей цене. Увеличивается их награда, то есть награда за совершение благих деяний в месяц Рамазан увеличивается многократно. И, конечно, мы стараемся использовать этот момент, стараемся достичь довольства Всевышнего Аллаха, совершая в этот месяц больше благих деяний. Также этот месяц является обладателем такого намаза, который называется таравих намаз, ночные бдения. 20 ракагатов таравих намаза после совершения ночного намаза является особенностью, жемчужиной месяца Рамазан. В этот месяц мы выстаиваем коллективно 20-ракагатный таравих намаз. И это является особенностью, изюминкой месяца Рамазан. Потому что в другие месяцы этого намаза, конечно же, нет. Мы можем совершать тахаджуд намаз, мы можем совершать другие дополнительные намазы, но именно в месяц Рамазан совершается таравих намаз как с джамагатом, как коллективно, также можно и отдельно, но является сунной совершать этот намаз вместе с джамагатом, вместе с нашими собратьями, сестрами в наших мечетях, оживляя наши мечети. Конечно, месяц Рамазан является милостью Всевышнего Аллаха. Милость Всевышнего Аллаха, которая была дарована мусульманам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, даже обозначает этот месяц таким наименованием. Он говорит, что это месяц моей уммы, месяц мусульман. Время, когда мусульмане достигают довольства Всевышнего Аллаха. Также этот месяц является временем, когда люди начинают приближаться к религии ислам. Кто-то, может быть, еще и не читает намаз, но, услышав о посте, об уразе, держит уразу. И этим самым приближается к Всевышнему Аллаху. Может быть, кто-то еще не может держать уразу, держать пост, но он приходит на таравих намаз и совершает коллективную молитву, и тем самым приближается ко Всевышнему Аллаху. Может быть, кто-то не может совершать ни того, ни другого, но дает фитр садака, дает пожертвование и тем самым достигает довольства Всевышнего Аллаха, приближается ко Всевышнему Аллаху. И посредством этого Всевышний Аллах может раскрыть этому человеку остальные поклонения, остальные благие деяния. И посредством этого люди могут приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Месяц Рамазан – это месяц милости Всевышнего Аллаха. Давайте же будем совершать больше благих деяний в этот месяц.
Будем стараться в поклонениях, будем стараться в благих деяниях. Пусть Всевышний Аллах поможет нам провести месяц Рамадан в поклонении, в благих деяниях, и тем самым поможет достичь довольства Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.